Здесь, конечно, было много волн новых поселенцев. Практически через несколько тысяч лет, каждые несколько тысяч лет, население менялось. Пришлое население, оно вытесняло или, так скажем, сливалось с местным населением, и поэтому обряды, конечно, существовали, довольно, скажем так, разные, но все они связаны с, вероятно, во всяком случае, то, что нам известно, с погребением человека. Первые погребальные памятники у нас начинаются со среднего неолита, 3-5 назад. Вот. Это люди, значит, похороненные методом, захоронение в земле у нас как, ингумация называется, да? Ну вот этим методом, если я правильно помню, да, вот. И вот этим способом хоронили, начиная вот именно с этого времени. И надо сказать, что памятников этих немного, но они есть. Это древний человек, лежащий на спине, густо посыпанный красной охрой, которая считается символом жизни практически у всех. И погребальным материалом, то есть теми вещами, которыми человек будет пользоваться в другой жизни. Так что вера о том, что человек, так сказать, продолжает жить, она существовала очень долго. Способы погребений, которые нам известны, они все в земле в любом периоде. И сопровождающий материал все-таки, конечно, очень хорошо показывает, что люди верили в загробную жизнь. Я понимаю, что очень сложно, взять, что человека сжигали, какие-то доказательства найти. Есть, да. Вот у нас в эпоху, значит, раннего железа, существовало уже несколько, видать, обрядов, и в том числе сожжение человека. Сожжение человека, вот, и тоже погребальный инвентарь либо сжигался вместе с покойником, либо, значит, его ложили после того, как от человека там какие-то останки оставались, их собирали. Вот. Урн погребальных у нас нет, как вот в Европе, скажем, да, но останки человека аккуратненько складывали в кучку, как говорится, и туда же ложили погребальный инвентарь. У ряда, значит, культур археологических, особенно древней части, погребальных обрядов нету. Тут всяко разно можно трактовать, фантазировать, да. Вот тот же, как я вам упоминал, тот метод, может быть, человека клали на водоем, так сказать, отправляли в иную жизнь. Таким способом вполне могло быть. Кроме того, прятали. И потом такое явление есть. Мы, может быть, просто не можем найти, потому что ряд погребений был воздушный. Воздушный – это, значит, какие-то деревянные, недолговременные сооружения, которые, со временем, грубо говоря, которые существовали до первого пожара, так скажем, лесного. Со временем, начиная, значит, после 17 века у нас начинается погребение в земле, согласно христианскому обычаю. Значит, есть погребения, возможно, каких-то малочисленных народов и так далее, скажем, в лодке берестяной или подвешенные к дереву. Вот это тоже недолговременно, конечно, вы сами понимаете. Там картина довольно такая останков человека. Часто бывает, что вертикально даже привязывали к дереву и хоронили. Дно прогнивает, костяк человека проваливается, рассыпается, и практически висит пустая коробка, как говорится. Вот такой обряд тоже был. И арангас знаменитый, это у многих народов, это так называемое погребение на помосте или в специальном ящике. Финал такой же практически. Вот. Вещь не очень такая, она может 200 лет простоять при хороших условиях, может и больше.
Да, ну, конец, сами понимаете, тысячелетия такие деревянные сооружения, да. Каменных погребений практически нет. Конечно, крематорий родился не у нас, да, это мировой обряд современный, да, это сожжение в специальной печи, потом какой-нибудь памятный кубок или что-нибудь, и там какое-то другое приспособление, не знаю. Вот, ну и потом это все складывается в стену, так называемый колумбарий, да, где фамилия, имя человечка, вот, человека, вот. И, конечно, никаких сопровождающих вещей, по-моему, нет. В основном придают земле, да, после сажения. Но это в целях экономии места, наверное, так. Вот это среди множества обрядов постепенно в цивилизованном мире побеждает обряд вот, именно сожжения, вот, да, с ритуалом погребения, да. А затем, конечно, оставляет его останки в специальном помещении. Главное, чтобы тут не было каких-то жестокостей, глуповатых законов, что все обязаны так вот, да, тогда будет нормально. Есть ведь огромное количество людей, которые не востребованы. Вот тут и что городским властям делать? Вот этот путь, наверное, единственно правильный.